Прощат себе и других. Прощат себе. Гнев, ненавист и подавлено е раздражение могут привести к болезни. Прощение себе и других, тесно связано с изцелением и здоровым образом жизни. Прощат себе и обрести внутренний покой, то дар небес. Перфекционизм и завшенне ожидания могут привести к разочарованиям. Честност перед собствено и сувесюр. Часът самосознания и духовно гореста. Здесь ма можем тренировать мужество и силу. Темне мене, нас блокирует сильно чувство вин. План творения предусмотревает, что мы должны учить се на ошибках. Туда и должна направлять се моя энергия. И в покой, чтобы мог проанализировать свою жизнь и в будущем принимать правильные решения. Делать ошибки, туча се труста, ведь я могу извлечь с них урок. Кто ничего не делает, тут, конечно, не ошибается, но и ничего не учится. Если прислушаться к словам Иисуса в апокрифических писаниях, то становится очень важным, чтобы мы жили в соответствии со своим призванием и потенциалом. В притче о веренных талантах даже говорится, что наши способности будут у нас отнят и отдан тому, кто их использует. В том свете развод, внебрачный ребенок или подобне вещи вгледят мене е драматично. Если я вкладываю слишком много энергии в чувство вин, не хватает темне на то, чтоб жить своей жизненной задачей, и то вдвойне плохо. Иисус даже в апокрифических писаниях признает, что при определенных условиях браки могут расторгаться. Если я слишком поглощен чувством вин за внебрачного ребенка, у меня не хватает энергии, чтобы обезпечить ему хорошее будущее. То не может быть малък в духе Творца. Чувство вин – то также средство для осуществления власти и доминирования. В апокрифических писаниях нет ни одного места, где Иисус внушал бы людям чувство вин. Пути к прощению себе – то, възможно, енергия благодарности, доверие к Создателю и Иисусу, а также осознание того, что мы обладаем божественным достоинством. Осознание того, зачто мы действительно несем ответственность, и проактивно е съвършение, добра также помогают нам избавить се от чувства вин. Прощение – один из величайших даров, который оставил нам Иисус. Так говорят даже некоторые нехристияне. Кроме того, оно чрезвычайно разумно, поскольку приносит пользу всем при минимальных затратах. Енергия и время больше не тратятся впустую, а могут быть малък вно използван для вполнение жизненной задачи. Кроме того, злост и гнев привязват нас к другому человеку. Таким образом, тот человек получает власт над нами и причиняет нам вред. В некотором смысле другой человек таким образом достиг своей цели. Если я не вступаю в то сбивает другого с толку. Чем больше этим занимаюсь, тем больше гнев возникает во мне. А мы же знаем, что им сели создарят реальность. Съществует опасност, что я проецирую на другого человека то, что уже не съответствует действительности. Если я не прощу, то даже после смерти, останусь привязан к тому человеку и должен беуду разрешить ту ситуация. Но сделать то здесь го раздопроще, чем позже. Если я реагирую на том же уровне, что и другой человек, проблема усугубляется. Если я вхожу из игр, другой человек в какой-то момент перестанет играть, потому что станет скучно. Как во всех боев и скусесетивиях. А могу сделать шаг в сторону, удар пройдет мимо, и я перейду на более високий уровень, чтоб в диалоге вяснить, в чем дело. То было бы путь великих мастеров. Разве другие люди не съществуват для того, чтоб показать нам наши собственные слабые места? В тех областях, где я уверен в себе, другой человек не взвает у меня раздражения. Возможно,
В том и заключается более глубоки смысъл напряженности. Когда я учен интенсивно занимаюсь своей жизненной задачей, в моем сърце не остается столько места для зачастую банальных тем. Раздражение теряет свою значимост. Когда я молюсь за других людей, например, за политиков, то становится доступным для них. И то вполне может что-то изменить. Я вполне могу понять раздражение по поводу сложных руководителей. Но ма должен также принимать грешников. Ведь у них есть потенциал изменить се. При других обстоятельствах также могу принести много позитивного. Если я, несмотря на свое раздражение, вступаю в диалог с уважением, могу показать альтернативни пути. Вери часто люди действат с отчаяния, потому что не видят альтернатив. Иногда я удивлялся, как часто ти альтернатив възпринимаются всерз и въплощаются в жизни. Я верю, что здесь и чрез меня действат добре сил. Если мы станем в разпоряжение тих добрых сил, выиграют все. Душа продолжает поднимать се. Иисус описал то развитие с помощта лестниц. Другой просто стоит на другой ступеньке лестниц, но в какой-то момент тоже туда добереться. А ли ответственен за то, чтоб подтянуть другого? Не могу ли я скорее бътер малък благодарным за то, что сейчас стовивше на лестнице съзнания и развития? Тя ли ответственен за компания другого? Хочу ли я бътер малък поведенческим терапевтом? Любори к себе требует се казат другому, где я был ранен. То также демонстрирует интерес к другому, вей с таким поведением он или она будут ранить и других людей. Но одни упреки меня не продвигарят. Также, как и возвышение себе над другим. Но обид нужно всказвать, иначе они могут отравить душу. Часто достаточно просто разказать у них кому-то или записать их. Даже прогулка по лесе удействует терапевтически. Таков мой опыт. Когда я диктую или записываю тему, которая меня занимает, то как белто сбрасываю груз, он становится меньше. Я неоднократно убеждался в том. Если я проактивно иду навстречу другому и проявляю к нему доброту, например, подарив момент, то може иметь революционный эффект, ведь другой того совершенно не ожидает. Небольшая душевная инвестиция с огромной вгодой. Когда мы боремся друг с другом, наша энергия для реализации жизненных планов уменьшается. Когда же мы се утрудничаем, наша энергия умножается. И вместе у нас гораздо больше возможностей, чем в одиночку. Даже исходя из эгоистических мотивов, вполне разумно не жить в конфронтации. Чтоб наша душа продължала поднимать се, а наше съзнание повшалось. Необходимо прояснить наши отношения и вести их на свет. А проактивно обращал се к людям, которые плохо со мной обращались. Помимо критических тем, блуеще столько всего, что нас связвало, и учень мешко снова русела близосет. Кроме того, аз связал се с людьми, которых давно обидел. Получился прекрасный разговор. Какая радост! Больше не иметь убит в сердце. Огромная радост.